Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня посмотрим такую тему. Как вас видят мужчины? Какой они вас видят? Что нравится, что не нравится? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, какой видит меня противоположный пол. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И давайте посмотрим, какой же видит вас противоположный пол. Ваши сильные стороны, ваши слабые стороны, что нравится, а что совсем уж и не нравится. Так, но вы звезда. Тут не дать не взять звезда. Вот она, вы в центре, сильная, мощная. Но куда-то не туда смотрите. Вам бы блистать, вам бы, я не знаю, сцену как мир, да? Вы бы себя явили и показали. Все взоры были бы ваши. Но вы почему-то в себе то ли не уверены, то ли сомневаетесь, не рады отражению в зеркале. Всегда в себе что-то вот выковырите, прям, да, что-то вот вроде все хорошо, да, а вот здесь там или морщинка, или сединка, либо там что-то где-то там лишняя складочка где-то появилась. Вот это у вас есть. Сами себя ковыряете. Вы знаете, у вас есть сильные стороны, и они не только в вашем характере, в вашей личности, но и в вашей внешности. А вы их как-то не подчеркиваете, либо наоборот даже прячете, скрываете. Девочки, у кого особенно вот выдающаяся, ну скажем так, грудь, либо попа, либо бедра, да, вот что-то есть у вас такое прям, что можно показать. Может, красивая осанка, там, какой-то, не знаю, нереальный изгиб там, спины, либо там шея лебединая. Вот что-то у вас есть такое уникальное, как драгоценность. Да? Вот что-то в вашем образе как драгоценность идет. А вы это почему-то прям прячете. Прячете, считаете, что нет. Это показывать нельзя, это там крамола, не стоит и прочее. Не делайте так. Позвольте миру наслаждаться вашей красотой. Позвольте, вот в прямом смысле слова. И я тут, знаете, другое вижу, что вот эту красивую часть вашего, скажем так, тела, да, ее по достоинству оценят не только мужчины, но и даже женщины. Без зависти, но с восхищением. Понимаете, вот этот момент я вижу. Подчеркивайте себя, подчеркивайте свою красоту, даже если вы уже там девушка взрослая, да, ну прямо скажем, вот почему-то принято тогда, что там до определенного возраста все табу, там на розовое, на короткое, на там какое-нибудь облегающее, ну это просто ужас. Я вот ненавижу, честно вам говорю, я ненавижу вот эти все клише, все вот эти какие-то догмы. Кто их придумал? Кто вообще это придумал? Зачем? Зачем себя в чем-то прям таком ограничивать? Внутренняя свобода и ощущение мира – это самое главное, что человек может вот прям получить, да. Зачем себя ограничивать, на кого-то там смотреть, слушать какие-то чужие наставления и прочее. Я немножечко отступлю, просто хочу, чтобы вы знали. Особенно вот в постсоветских странах, я сама родилась в Советском Союзе, постоянно были какие-то там бабушки, разговоры, там девушка там до 25 лет замуж не пошла, все старая дева. И вдруг там страдала, мучилась, развелась, устала, страдая, да, все, ты разведенка, никому не нужная. И постоянно какое-то вот прям злоба, обсуждение, осуждение, да, вот, ну, это глупости и маразм, идиотизм. Если вдруг вы где-то вот под такие вот нормы, да, и догмы попали, отказывайтесь, это рубите и живите своей жизнью, наслаждайтесь. Заходите в магазин, все, что понравилось, все, что хорошо село, пожалуйста, покупайте, носите. Не думайте ни о ком. Пусть там супер-ультра короткая, пусть там невероятно облегающая. Даже если вам по фигуре оно не заходит, да, ну, все мы женщины, да, у всех у нас бывает.
Все равно вам нравится, вы чувствуете себя королевой, все, покупайте, идите и ни на кого не смотрите. Гордо голову вверх подняла и пошла. Все. Главное, что вы себя чувствуете комфортно. Вот это очень важно. Потому что здесь передо мной женщина какая-то особенная. Вот прямо хочет сказать, это звезда. Это богиня. Вот прям так хочется. Слова идут. Вот она, вы в центре, вы венец. Понимаете? Вот вы венец, а все остальные у вас в ногах. Вот она, вы. Видите, ручки раскинула. Над вами радуга. А вот люди у вас в ногах. Видите? Никого равного вам нет. Вот и все. Помните об этом. И не позволяйте ни людям, ни своим мыслям затмевать ваши желания, затмевать вашу красоту и затмевать ваши возможности. Это что касается вас лично от песка и от меня. Что касается мнения мужчин по поводу вас. Ну вот смотрите, сколько тут поклонников и кавалеров. Вот это линия вашей жизни. У вас на линии жизни очень много поклонников. Эти все люди вами крайне интересовались. Кто-то любил, до сих пор любит. Влюбленность, желание дружить, иметь интим, иметь какие-то связи близкие. Очень много людей. По крайней мере, я даже их сосчитаю. Давайте поправим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 человек. Вот они. Это на протяжении вашей жизни. Эти люди, вот они, у ваших ног. Вот она, вы богиня, а они у ваших ног. Понимаете? Вот. Кто-то скажет, да нет, вы что, я там живу, никогда никого, там мужика даже не видала. Значит, не замечали, значит, не подпускали, значит, настолько снежная королева, значит, шла, да, и в радиусе там километров всех морозила, да. У них там писи вот такие становились, они все побаивались, понимаете, вас, подойти там что-то вам сказать. Но то, что под вашими ногами вот они все сидят, да, на вас любуются, вот они есть. Какая вы в их глазах? Богиня, королева, божественная, понимаете, божественная. Вы женщина-мечта. Идеал. Каждый хотел бы быть с вами, каждый хотел бы обладать вами, понимаете, сказать, вот она, моя жена, моя там подруга, невеста. Вы как будто бы какой-то бесценный дар, подарок, но который себе цену не знает. Вот что идет. Мужчины вами восхищаются, о вас говорят. О вас говорят, но всегда в какой-то особой степени, да, уникальная, особенная, красивая, желанная, сексуальная. Вот так о вас говорят. Вы эти разговоры либо не слышите, в принципе не слышите, да, либо так говорят, чтобы вас, ну, вот, ничем не потревожить. Потому что страх, вы слишком высоко, вы слишком, знаете, как дистанция очень большая есть между вами и мужчинами. Я понимаю так, что у кого-то отыграется, что был мужчина, который сначала райскую птичку поймал, а потом эту птичку гнобил. Гнобил как может, как умеет. То есть всячески, да, все перепробовал. Не знаю, в каждом там грязном ведре воды искупал, да, вот прям вылил на вас столько грязи, обид много причинил, как-то вот прям на недостатки какие-то выдуманные указывал. Кто-то пережил эту ситуацию и крайне разочаровался и в мужчинах, и в отношениях, да и в себе. Знаете, это все от лихого. Этот мужчина, он настолько сильно боялся, например, вас потерять, что вот пытался вам это вбить, что ты там никому не нужна, да ты такая там страшная, некрасивая, там ничего не умеешь, все, что ты делаешь, плохо, никто там с тобой жить не будет, это я тут с тобой сижу, мучаюсь. Знаете, какие-то моменты такие могли быть. Но вы должны понимать, он это делал от отчаяния, потому что нечем было крыть. Чем вас удержать? Чем удержать райскую птичку? Только лишь клеткой, понимаете, вот этот момент. Он не приручить вас пытался, да, что вот, как говорят, знаете, есть такое выражение, что от хорошего мужчины даже дурочка не уйдет. Он не этим путем шел, он шел, наоборот, путем наименьшего сопротивления, да, либо наименьшего усилия, что вот я ее загноблю, пусть она думает, что она там ничтожество последнее, а я вот спаситель, да, согласился ее там жены взять, либо там с ней живу, одолжение себе поделаю. Подло очень поступил. У кого-то, может быть, и несколько мужчин вот похоже поступили. Девочки, ну,
Скорее всего, это ваши кармические испытания были. Все это уже прошло, все это уже ушло. Мужчинам нравитесь. Мужчины думают, что вы действительно идеальная богиня. Что еще думают? Холодная. Вот прям холодная и все, недосягаемая. Вот второй есть аркан звезда. Вот это про вас. Вам бы в солнце перейти. Вот перейдете в солнце, все будет идеально. Идеально. Теплая, ласковая, с такой яркой энергетикой. И все будут к вам стремиться, все будут к вам не бояться подходить, а будут приходить, вот комплименты давать, там предлагать помощь, дружбу, отношения. Это все будет. Вы знаете, я скажу такую вещь. У вас по судьбе быть любимой все-таки. Вот найдется такой мужчина, который вас освободит от ваших каких-то страхов, комплексов, сомнений. У кого-то отыграется, что мужчина вот прям такой сильный, такой мощный, такой вот прям, знаете, как с другого мира, с другой планеты прилетит. Ну, не в плане того, что он инопланетянин, а в плане того, что он с какой-то другого, как неправильно, да? Уж извините, я от волнения даже заговариваюсь. Просто такой сильный песок, ваша энергетика, она даже меня вот уже, знаете, как покорила полностью. Мужчина, он высокого социального статуса, либо как-то живет он, знаете, либо очень свободно, вольготно, богато и в свое удовольствие. Вот этот мужчина, он вас изменит. С ним вы пройдете такую трансформацию, которая вот крылья вам, знаете, вам вот чего не хватает, так это крыльев за спиной. Вот будете с ним не жить, ходить, а летать будете. Вот заставит вас, просто заставит отказаться от каких-то комплексов, своих старых привычек и прочего. Прекрасное, прекрасное будущее. Для тех, кто сейчас в браке, кто сейчас вот живет, да, мучается, но кто-то прям действительно мучается. Вы можете жить и конфликтовать, да, либо жить и вообще молчать. То есть здесь девушка пришла, которая, она сама по себе, она не чувствует себя счастливой вот в отношениях с противоположным полом. То есть если с ней рядом есть мужчина, он ей не додает. Да? Не додает по чувствам и эмоциям. Наоборот, скажем так, она чувствует, там, например, жена как вдова при живом муже. Вот так вот идет. Ну, такое вот у меня впечатление. Вы смотрите, ваше счастье в ваших руках. Так как только вам захочется блистать и явить себя миру, я вас уверяю, вот этот ваш мужчина, каким бы он ни был там холодным, задиристым и прочее, сразу же поменяет свое мнение. Потому что он-то знает, кто вы такая. Он-то вас видел любую и знает, что вы в любом состоянии, в любое время суток просто божественно. Он это знает. Побоится вас потерять и будет прям исполнять ваши мечты. Полюбите себя. Полюбите себя, позвольте себе быть свободной. И вот они все, знаете, вот эти ваши мужчинки, они все к вам потянутся. Комплименты, хорошие пожелания, там, знаете, галантность. Вы же будете ходить и блистать. Знаете, что мне очень нравится? Мне нравится, что женщины еще в вашем окружении выходят. Очень много женщин. Может быть, коллеги на работе, может быть, соседки какие-то. В любом случае, эти женщины, они тоже видят вашу красоту. Но здесь, знаете, как у вас идет вот прям сплетение и красоты, и ума, сдержанность с какой-то, вот знаете, ну, страстью, яркостью, да. То есть здесь женщины хотели бы быть похожи на вас, брать с вас пример. Кто-то даже и берет, прямо в смысле слова. Вы понимаете, какой вы уникальный человек? Вы скажете, ой, общее гадание на всех. Но если вы зашли именно на это гадание, на моем канале каждый день выходит гадание, а вы попали именно на это, значит, это про вас. Значит, вы должны были это услышать и узнать. Девочки, вот заклинаю, поработайте над собой. Разрешите себе то, что было от вас ранее вот на каком-то расстоянии, либо вы себе блочили. Я бы вообще вам посоветовала пуститься во все тяжкие, хотя бы там на один вечер. Взять подруг и куда-нибудь там, я не знаю, в бар. И повеселиться от души, для себя, там, покричать, потанцевать. Вот как-то нужно освободить себя. Вы понимаете, душа такая прекрасная, такая огромная, и как будто бы в клеточке сидит. Освободите себя. У вас, знаете, такое впечатление, что вы на пороге каких-то невероятных событий. У вас в голове вообще фонтан идет, ну, в голове рисунка. То есть события могут быть просто фееричные. Но вы пока немножечко сопротивляетесь, не пускаете себя в эту новую счастливую жизнь. Мужчины вас боготворят. Знайте об этом, помните. Вам
вам, вот знаете, есть такое понятие сердцеедка. Вот это слово идеально бы вам подошло. Но вы этого за собой не знаете. Вы себе этого не разрешаете. Если бы вы были немножечко посвободней, то у вас бы уже была огромная коллекция мужских разбитых сердец. Вот поверьте, я это вижу на этом песке. Я вам желаю не терять время зря. Я вам желаю счастья, наслаждения и радости. Даже не от мужчин, а от самой себя. Это самое главное. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.